Здравствуйте, мы приветствуем вас на телеканале «Россия». В эти дни отмечает свой 15-летний юбилей компания РТРС. И сегодня у нас в студии директор филиала РТРС, радиотелевизионной передающий Центр Республики Саха-Якутия Ярослав Безукладников. Ярослав Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Якутии в эти дни и в последние годы, собственно, ведется активная работа по переходу на цифровое телевидение. В последние годы цифрой были охвачены населенные пункты ряда улусов в республике. Это и Сунтарск, и Нюрбинск, и Нерюнгринский. Как в этом направлении продолжается работа и с какими трудностями сталкиваетесь? На сегодняшний день мы находимся, наверное, в самой главной стадии реализации ФЦП активного строительства. На сегодняшний день строительство ведется, наверное, по ряду 50 объектов в данный момент. Да, то есть задействовано достаточно большое количество субподрядных организаций, бригад на местах. Ведутся работы как строительно-монтажного характера, также и пусконаладочные работы ведутся параллельно с этими работами. Объем достаточно большой. Согласно федеральной целевой программе мы должны завершить в этом году ФЦП. Поэтому другого выбора у нас нет, как достроить все станции и вывести их в эфир. В этом году в тестовую эксплуатацию запущено 15 объектов цифрового наземного телевидения. Теперь общее количество вещающих на цифре объектов достигло 40. Какие планы на следующий год, когда республика будет полностью охвачена цифрой? Количество гораздо больше, чем 40. Да, то есть всего станций необходимо будет вывести в эфир 211. Как вы уже заметили, 40 станций построено. Эти 40 станций охватывают более 60% населения нашей республики, но проблема остается для малочисленных населенных пунктов. Как раз там мы сталкиваемся с самыми главными трудностями. Это и природно-климатические особенности Якутии, связанные с логистикой и, естественно, с распутицами. Но, как я уже озвучивал, мы обязаны до конца этого года уже вывести в эфир 211 станций, а следующий год это у нас уже реализация второго мультиплекса. Дополнительно еще 10 телевизионных каналов будет доступно в бесплатном формате для жителей нашей республики. О цифровом телевидении в последнее время говорят очень много, и все-таки какие преимущества в итоге получат телезрители? Если говорить именно о телезрителе, то для населения самым основным преимуществом будет многоканальность. То есть будет выбор? Будет выбор, да, достаточно большой выбор, потому что если сейчас в малочисленных населенных пунктах в лучшем случае имеют возможность приема 2-3 аналоговых телевизионных каналов, то после реализации программы, это мы уже говорим после 2018 года, конечно, зрителю будет доступно 20 телевизионных каналов в цифровом качестве. Конечно же, да. А до 2018 года удастся ли все-таки закончить реализацию программы? Или вот учитывая те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, будет ее продление? Основные трудности возникают в процессе строительства инфраструктуры для размещения оборудования. Эта задача выполняется как раз в части реализации первого мультиплекса, первого пакета программ. Поэтому, как я уже озвучил, до конца 2016 года мы достраиваем инфраструктуру, а уже второй мультиплекс, он базируется на инфраструктуре первого. И происходит просто дооснащение аппаратной части. Это производится достаточно быстро, без каких-либо сложностей. Что должны сделать, чтобы принимать цифровое телевидение сами абоненты? Необходимо ли приобретать какие-то дополнительные антенны или передатчики? Значит, здесь есть, в принципе, принципиальное отличие от аналогового формата, аналогового распространения сигнала. Как мы с вами знаем, для принятия телевизионного сигнала в аналоговом формате достаточно, в принципе, даже вилки. Да, если так на простом языке говорить, какой-то сигнал можно принимать, он будет с помехами, но в принципе можно будет различить картинку, услышать какой-то звук. То в цифровом стандарте, к сожалению, это не работает. То есть да, вы сигнал будете принимать, но картинка будет рассыпаться, звук будет очень сильно западать, и в итоге картинка в принципе пропадет. Потому что здесь работает достаточно простой принцип. Есть сигнал, картинка отличная, хорошая.
нет сигнала, либо он недостаточной мощности, картинки в принципе нет. Да, то есть поэтому, конечно же, мы рекомендуем жителям нашей республики все-таки подумать о первой этой приемной части, то есть приобретении антенной системы, если ее раньше не было. Да? И второй момент, вторая составляющая, это непосредственно уже связанная с телевизионным приемником, с телевизором. То есть новый в домах. телевизор. То есть это либо есть, можно приобрести новый телевизор, ассортимент достаточно уже обширный на рынке нашем, либо приобретение телевизионных приставок. Это в том случае, если нет желания приобретать телевизионный приемник, новый телевизионный приемник. Стоимость телевизионной приставки варьируется от 700 рублей и выше, в зависимости уже от дополнительных функций, которые она может выполнять. Но, опять же, я акцентирую свое внимание, также ассортимент достаточно большой приставок, и, в принципе, нюансов достаточно много, и как таких технических нюансов. Поэтому по всем вопросам можно обратиться в наш Центр конституционной поддержки по телефону 32 15 97, где вас оперативно проконсультируют по любому из интересующих вас вопросов. Еще один такой вопрос, он из разряда острых и наболевших. Проблема с так называемыми руферами. Вот в последние годы в России это направление приобретает все больше популярность. Они забираются на различные объекты, в том числе и телевизионные башни. Ваш филиал сталкивался с такой проблемой? И вообще, какое наказание предусмотрено для тех, кто хочет и желает проникнуть на объект РТРС? Да, вы знаете, такая проблема действительно стала очень актуальной в последнее время, и с ней столкнулась не только республика, не только наш филиал, все операторы связи по всей нашей стране испытывают эти трудности, потому что действительно сейчас у молодежи появляются все новые и новые интересы в жизни, да, то есть, ну, и, к сожалению, не всегда они граничат с нашим законодательством, поэтому в первую очередь хотелось бы предостеречь будущих покорителей высот от такого мероприятия. Наверное, самое главное – это с точки зрения их же безопасности. Я уже не говорю, конечно же, о самом плохом стечении обстоятельств. Это просто падение с таких высот, с наших высотных сооружений. А следующий момент связан с тем, что данные проникновения и данное восхождение является несанкционированным. То есть не производится отключение электроизлучающего оборудования. Электромагнитное излучение, оно не прекращается. И, естественно, когда человек поднимается на такую высоту, на уровень как раз излучения, то он получает определенную дозу, да, электромагнитного излучения, что колоссально негативно сказывается на различных системах нашего организма. И впоследствии очень серьезно проявляется, очень серьезными болезнями. Вот. Это что касается, конечно же, безопасности. Но не стоит и забывать, что данные проникновения наказуемы с точки зрения административного кодекса и уголовного кодекса. Мы говорим о хулиганстве, это как минимальная мера наказания, но в самом худшем случае это попадает под признаки диверсии и грозит до 15 лет лишения свободы. Серьезно. Ну и к радостным моментам. Не так давно ваш филиал провел акцию под названием «15 новых телезрителей». Это произошло в педиатрическом центре Республиканской больницы номер 1. Расскажите об этом подробнее. Ну, во-первых, хочется подчеркнуть, что цифра 15, она знаковая в этом году для нашего предприятия. Мы празднуем свой юбилей, 15-летие предприятию РТРС. И стартовала такая акция по всей стране нашей, 15 новых зрителей. Мы решили презентовать приставки, это были как раз презентация наших приставок для Центра педиатрической медицины, чтобы самые маленькие зрители, которые находятся в различной стадии заболевания, ну, все-таки получали позитивные эмоции, позитивно настраивались и как можно быстрее выздоравливали. Это основная была наша цель. Вот. Но данная акция, она призвана подчеркнуть миссию нашего предприятия. Это социально направленная миссия, так как федерально-целевая программа, она реализуется именно из федерального бюджета и является бесплатным, безвозмездным для жителей нашей страны. Ну и в завершении еще раз о юбилее, 15 лет, цифра небольшая, юбилей небольшой. Все-таки о планах компании, о планах предприятия на ближайшие годы.
Планы достаточно серьезные. Это продолжать улучшать систему телевизионного вещания в нашей стране. Это переходить уже на вещание в HD формате, в Ultra HD формате, естественно, да, то есть последующие года. Но и реализация дополнительного спектра услуг, который тоже достаточно широк в последующие годы с использованием инфраструктуры и технологий цифрового вещания. Ярослав Аркадьевич, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей программе и ответили на наши вопросы. Спасибо большое вам за приглашение. Всегда рады участвовать в ваших программах. А я напомню, сегодня у нас в студии был директор филиала РТРС, радиотелевизионный передающий центр Республики Саха-Якутия Ярослав Безукладников. Всего доброго и до свидания.